Нас с сестрой воспитывали в строгости. У меня папа летчик. Сложность в том, что как воспитать настоящего мужчину, что бы ты ни делал, делай очень хорошо. Не хватает какого-то вот такого общения, найти своих людей. Я мечтала о хорошей семье, о хорошей интересной работе. Зарханум, я вас позвала сегодня, знаете, о чем поговорить? Поговорить о нас, по большому счету. Да, бывают редкие случаи, когда мы говорим о себе, да. Такие случаи нечасто. Но, если честно, мне кажется несправедливым. У нас последние выпуски Меркеза Плюс были посвящены, в общем-то, поколению, которое родилось здесь, состоялось здесь, отучилось здесь. И мне кажется несправедливым говорить о них, не сказав о нас самих, да, о нашем поколении, которое знакомилась с Крымом и знакомила Крым с собой, да, с крымскими татарами в частности. Вот я, собственно говоря, хочу поговорить с вами сегодня об этом, и вот этом вот расстоянии, которое есть между этим поколением и нашим, да, и как они отличаются. В первую очередь, есть вот это вот расстояние между ними и нами. Вы замечаете вот эту разницу, да? Те, кто здесь родился, те, кто здесь состоялся, и вот мы сегодняшние, мы с вами, да, которые приехали подростками сюда. Да, они, вы знаете, расстояние это я чувствую, когда я понимаю, сколько им лет. То есть все, что они говорят, мне близко, мне нравится, мне очень откликается. Только тогда, когда я начинаю понимать, что это очень молодые люди, Кемал, по-моему, да, сказал, что мы уже не зумеры, но еще и не совсем миллениалы, какие-то такие молодые люди. Тогда мне действительно удивительно это, что они в таком молодом возрасте вот такие разносторонние суждения, такие наполненные, такие богатые личности. Мы в их возрасте были такими? Мне кажется, нет, Ленур Ханум. У вас тоже есть вот это вот? Мне кажется, мы какими-то детьми. Однозначно. Я уверена, что мы такими не были. Хотя, конечно, хочется посмотреть назад и увидеть себя в этом возрасте. Но не хочу никого обидеть. Мы прекрасные. Но мне кажется, мы в их возрасте нет. Мы были намного наивнее. Мне кажется, намного были проще, что ли. Как-то вот, другие. Другие. У нас были другого рода вызовы, да, и задачи. Да, и задачи были другие. А накануне как раз был девичник для девочек 8+, приуроченный к 8 марта. Это было просто очень мило, красиво и такое чисто девчачья обстановочка, поэтому свечи, цветочки. 8 лет такой возраст, когда 8+, да? Да. Когда иногда уже бывает сложно где-то законнектиться внезапно, но девчонки нашлись. Вы помогаете нам наладить? Да, мы помогаем, потому что девочки, которые вот со мной работают, они, конечно, просто очень молодцы в этом плане. Они с первых минут сразу, как только зашел ребенок, неважно, девочка, мальчик, неважно кто, зашел ребенок, они всегда стараются сразу расположить к себе какие-то приятные, может быть, вопросы. Видим, что если вдруг ребенка что-то беспокоит, или вдруг там заскучал, или побоялся что-то спросить, мы стараемся, конечно, эти моменты сразу учесть и влить в коллектив таким образом, чтобы ребенку было очень комфортно здесь находиться. Потому что самая наша главная задача, конечно, чтобы ребенку было комфортно, чтобы он нашел здесь ту безопасную или милую, или приятную среду, чтобы ему было здесь приятно находиться. И возвращаться. Обязательно, мы надеемся очень, чтобы возвращаться тоже. Давайте уже объяснять вообще, наконец, что это за пространство, почему здесь так уютно и классно. Давайте с этого начнем. Для чего было создано это пространство, с какой целью вы его создавали, и что оно для вас значит в первую очередь? Нас знают как Аркадаш Генч. Мы давно уже проводим какие-то мероприятия, какие-то у нас есть проекты, большие, небольшие, разного формата. И всегда мы сталкиваемся с тем, что нам нужно место где-то, где это проводить. Конечно, нам очень помогают люди, всегда с открытой душой нам предоставляют какое-то помещение, помогают с этим. И в этом проблем не было, но всегда хотелось что-то свое, потому что девушки, которые со мной в команде, у них, искренне вам скажу, у них очень так работают мозги, не знаю, креативно очень, у них очень много идей. И действительно хочется проводить много и разных форматов мероприятий, какие-то есть проекты, которые хотелось бы
много пробовать, внедрять в жизнь. И каждый раз идти просить кого-то тяжело, и хочется уже свое место найти там, где мы будем себя чувствовать спокойно, будут девочки уверены в том, что на любую их идею какую-то найдется пространство, где они смогут реализоваться. Поэтому мы рискнули попробовать открыть такое ивент-пространство, контекст мы называемся, и мы буквально очень свежие, молодые, мы только-только начинаем свои первые шаги, и надеюсь, первые отзывы уже хорошие, надеюсь, людям будет интересно здесь, будет полезно, уютно. Я наблюдаю за соцсетями вашими, и я заметила, что вы хоть там просуществовали пока что, да, вот в первые там недели буквально, да, но у вас анонс за анонсом. То есть у меня в ленте всплывают одна вечеринка, вторая вечеринка, одно мероприятие какое-то, второе мероприятие, то просмотр фильмов, то какое-то обсуждение, то вот для девчонок 8+, вы очень активные. Согласна, это потому что не маленькая у меня команда, идеи разновозрастные и разнопланово, разнонаправленные. Это из-за этого так. Потому что и лекцию послушать нам очень хочется, и фильм посмотреть очень хочется, и в мафию поиграть, и вечеринки провести. То есть познавательно, интеллектуально, развлекательного такого вот формата очень, очень разноплановое мероприятие. Из-за этого, может быть, не может быть, мы специально это делаем, да, мы хотим, чтобы разного возраста, разных интересов люди, дети, молодые, подростки, молодежь, постарше, чтобы здесь находили себя, что-то интересное для себя находили здесь. А вы в первую очередь для чего создавали? Для себя, чтобы развлекаться, или же это все-таки какой-то бизнес-проект? Ой, это не бизнес, но проект. Но проект. Да, это не про бизнес, это не думаю, что здесь зарабатывание денег, но я все время говорю и девочкам своим, и себе ставлю задачу, чтобы, я не хочу, чтобы это все время был датированный проект, чтобы мы его все время с каких-то других источников финансировали. Я думаю, всем понятно, что это не может быть бизнес-проект. Бизнесмены, я думаю, что понимают, что с этого нельзя прям заработать, но мы хотим, чтобы он был самодостаточный. Настало время объяснить, кто эти девчонки, которые с вами в команде, кто и почему, что вас объединило. Это молодые девушки, можно их всего 6 человек, поэтому можно их Вообще, назову. без проблем, это конечно. Севиля, Софие, Медине, Алина, Амина и Сабрина. Это не буду по фамилиям, я думаю, что вы будете видеть их всегда в наших проектах. Это прекрасные девушки-студентки, которые, мне очень нравится их подход к жизни в целом. Мне всегда нравится это в людях. Они очень разносторонне развиты, скажем так. И у них очень разный спектр их интересов. Мне нравится, что все они очень хорошо учатся. Мне нравится, что они все очень разные интересы у них. Они и танцами занимаются. Даже не буду перечислять. Они очень много чем интересуются и очень много чем занимаются. У них занятый день. Расписан буквально. Да, и жизнь в целом. Для начала мы зрителям объясним, что мы сейчас делаем и почему вы появились в кадре. Да? У меня возник, раз уж мы говорим про ваше поколение, да, это там 17+, что называется, то было бы странно не поговорить с вами. Но я вам предлагаю разговор в стиле норм-стрём, то, что вы любите, то, что у вас в тренде. Вы одни из тех, кто представляет и Архадаш Генчи, кто задействован в контексте, в том числе. Ильяс, я смотрю, ты ходил на «Мафию» играть сюда. Один раз. Один раз? Подожди, все впереди. Пока только один раз. Да. Севиля, ты одна из организаторов, да, этого пространства. Да. У вас там 6 девчонок. Да, ты сегодня коллективно представляешь в своем лице их К сожалению, всех. сегодня одна. Меня чуть-чуть кинули или не кинули, не знаю, как это сказать. В общем, тяни эту лямку до конца. Да, все, я за всех. Окей, норм-стрём. Итак, вопрос номер раз. Если девочка не умеет раскатывать яим на манты или бурма, это норм или стрём? Давай, Ильяс, с тебя. Я первая буду Давай, отвечать. Ильяс, с тебя. Манты — это святое, поэтому для меня это стрём. Стрём. Не совсем стрём, конечно, но желательно бы уметь. Севиля.
Ну, я пока плохо готовлю. Ну, всему можно научиться. Всему можно Поэтому научиться. норм. Да. Да. А ты бы вот критически прям вот Нет, нет. Нет? Если, ну ничего, научимся. научимся? А сам бы раскатал? Я покушаю. Я покушаю, Я понятно. попробую. Еще один вопрос. Норм или стрём спрашивать у родителей совет про отношения? Силь, давай с Норм, тебя. конечно. Норм? Они это уже пережили, они это уже прошли. Совета... Мы всегда, наверное, хотим спросить совета у друзей, у близких, тем более у родителей, поэтому норм. Норм. Ильяс? Норм, Норм? да. Мгм. А нуждаетесь или просто поговорить, то есть об этом? Совет прям вот must have или просто хочется обсудить, пережить эти эмоции, поговорить об этих эмоциях? Что важнее? Ну, я часто спрашиваю, но не всегда прислушиваюсь. Мгм. Поэтому, наверное, это в первую очередь поговорить, пережить эти эмоции, с кем-то это обсудить. Когда-то это родители, когда-то это подруги, когда-то это близкие люди и так далее. Ильяс, у тебя Ну, как? скорее обсудить, узнать какие-то моменты, как стоит поступить, как не стоит поступить, может, что-то там стоит доверять, не стоит Ты доверять. А так, в практично, целом- да, так, практично. Ну, я в целом редко просто совет спрашиваю. Ага. А И если дай вот время. говорить о воспитании, мы с вами уже родители, Да. да, Аллах чох шукур. Да. И если сравнивать опыт родительский, то есть то, что вкладывали в нас наши родители, да, и то, что мы сегодня вкладываем в своих детей, Мгм. насколько большая разница? Или ее отсутствие? Или отсутствие. Ну, я скажу так, по своему опыту, как меня воспитывали, да, и как я воспитываю своих детей, если, например, как вот мы с мужем воспитываем девочек, я точно скажу, что нас с сестрой, у меня старшая сестра, на 3 года старше Нияра, нас с сестрой воспитывали в строгости. У меня папа летчик, и мы были, так скажем, мы росли в очень строгих правилах и в очень строгих порядках, как мы что должны делать. Знаете, есть один очень интересный момент такой. Я вот сейчас девочкам начинаю рассказывать, и этот пример я рассказываю, может быть, очень часто, но он очень характеризует вот жизнь ту, которая у нас была. У меня папа, повторяюсь, летчик, и как-то договорились встретиться со всеми его друзьями-летчиками, семьями, и договорились встретиться на набережной Ялты. И он нас собирает, говорит, что там в 9 утра, условно, там вы должны сидеть в машине. Если бы вам сказал, что в 9 утра мы должны сидеть в машине, в 9:05 машины не будет. Она уедет, он не будет ждать. он не будет ждать ни за что. И мы, садясь с сестрой в машину, начинаем, как всегда, девочки возмущаться. Бабам, ну что такое? Ну почему мы должны в 9:00 быть? Ну понимаешь, ну мы там не успели собраться, ну 5-10 минут ничего не решат и так далее, так далее, так далее. И едем к Ялте, подъезжаем к набережной Ялты, и так, ну как-то тогда было свободно достаточно, подъезжаем, и мы ему говорим, вот видишь, там условно 14:00, я не помню, во сколько мы договорились встретиться, 14:00, и мы ему говорим, вот видишь, ни одной машины нет, одни мы такие пунктуальные. И мы вот так вот паркуемся, и еще 4 машины паркуются одновременно вместе с нами, 14:00 на часах. Его сослуживцы, друзья. Его сослуживцы, друзья, да. То есть мы вот так росли. Нас очень, ну, я не знаю, это была такая особенность, что мы должны все делать вовремя, правильно, вовремя ложиться спать. Правильно делать какие-то, ну вот были какие-то правила, которым мы следовали. И вот это я не перенесла, к сожалению, на своих детей. Пунктуальность. Да, это я, к сожалению, я не знаю, к счастью или к сожалению, но вот это в этом смысле я немножко по-другому. Да, у нас нет таких строгих правил в семье. И еще что другое я хотела бы отметить, что я повторила в наших семьях. Мне всегда родители говорили, что ты в жизни можешь заниматься чем угодно, выбирать любой род деятельности, но ты должна в этом быть специалистом. То есть, что бы ты ни делала, обязательно делай очень хорошо, очень хорошо. И выбирать можешь все, что угодно, хоть танцуй, хоть врачом, но будь качественно в своей профессии. И вот это точно так же я стараюсь закладывать в своих детях. Что бы ты ни делал, делай очень хорошо, на очень высоком уровне. А не было каких-то ограничений по выбору специальности, профессии? То есть каких-то, ну, вот это можно, а вот это нельзя точно?
женщина. Вы Вот знали? тоже, Или интуитивно? Нет, у меня сестра поступила в медицинский университет, сказала, что хочет врачом быть, и мне родители очень настоятельно рекомендовали стомат. Очень рекомендовали. Пожалуйста, давай. И насмотревшись на то, как сестра учится, я сказала, что ни за что никакой медицинский У вас было 3 года университет. разницы, чтобы понять, что вам это не надо, да? Да. И я не выбрала медицинский университет, я выбрала экономический. Родители не влияли особо на мой выбор, они доверились, сказали, что куда ты хочешь поступать, туда и поступай. А в итоге вы экономист? Да, я закончила Киевский национальный экономический университет. Ага. А Экономика чем занимаемся предприятий. сейчас, да? И чем занимаемся? Не, ну, Вопрос к тому, помогает. что... Ну, безусловно, конечно, высшее экономическое образование помогает однозначно, но я потом еще, я работала, когда пришлось мне работать в садике, у меня педагогическое образование тоже есть. Ну, теперь это многое объясняет, то, чем вы заняты. Да, но я хотела в музучилище поступать. Музучилище? Да, я очень хотела быть музыкантом, хотела в музучилище поступать. И один молодой человек, друг семьи, он посмотрел на меня и сказал: у тебя не будет высшего образования? И я кардинально сразу поменяла свое решение и решила поступать. А насколько важно, чтобы вот было я не знаю, это имеет значение, у девушки есть высшее образование или нет высшего образования? Я считаю, что не все должны получать высшее образование. Не обязательно, прям все должны высшее образование получать. Но образование очень важно в наше время. Очень важно. И именно знание, именно качественное образование – это база, на котором дальше строится все. Хорошее образование – это залог очень успешной дальнейшей жизни. Возвращаясь вот в то время, когда вы делали свой выбор, да, там быть музыкантом, быть экономистом или еще, о чем тогда мечтали? Я все хочу, знаете, порефлексировать на тему мечт, на тему, какими мы были, да, и сравнить это с тем, что сегодня, скажем так, летает в воздухе, в атмосфере тех людей, которых мы называем подростками. Вы знаете, Ленора Ханум, я не знаю, насколько я стандартна, но смотря сейчас на молодых людей, на вот этих, все жалуются на этих бедных зумеров, мне кажется, я в том возрасте про такое вообще не думала. У меня были очень, обычные желания. Я хотела поступить, я хотела работать, То есть у меня не было каких-то вот глобальных таких, то, о чем они мечтают, о чем они думают сейчас, что они, реально задумываются о том, что язык – это важно, что национальные традиции – это нужны. И вообще какие-то такие моменты, которые, я в свои 17, например, не задумывалась, мне кажется, они более в этом смысле. Масштабнее или глубже? Как будто более масштабные, что ли, у них мечты. Как-то так. Норм или стрём выходить замуж или жениться в 18 или 19 лет? Ильяс? Надо по возможностям смотреть. По возможностям? Да, если у тебя есть возможность содержать семью, то это норм. Если нет, вот тут понимание, что такое семья, не финансовая возможность ее содержать, то это стрём и глупость. То есть главный критерий – это только финансы? Нет, это просто готов ли ты сам взять эту ответственность на себя. Да, это про зрелость в первую очередь. Если ты готов тянуть эту лямку за двоих, за семью, за детей, за все, то да. Это не стрём. А если ты не готов, ты просто с дуру решаешь жениться или там выйти замуж, это ненадолго, скорее всего. За редким исключением. Севиль? Это сложный вопрос, перед которым нужен дисклеймер, что это мое мнение и мой личный опыт. Мне сейчас 19 лет, и я не могу представить, чтобы я вышла замуж. И я даже не буду, наверное, говорить, норм это или стрём, потому что у всех абсолютно разный жизненный опыт, у всех очень разная история там, отношений и так далее. Важно, чтобы... Как Илья сказал, чтобы было понимание, что ты можешь это тянуть, что ты к этому готов морально, эмоционально, материально.
чтобы лобные доли уже сформировались, так сказать. Лобные доли, вот так сразу, да. Я не ожидала про лобные доли, если честно, но окей. Мне всегда моя Анашка говорила, и я все время всегда своим девочкам говорю, что чем больше ты в жизни занят, тем больше ты успеваешь. Человек, который занимается только, я не знаю, школой, только учебой, он и школы, и учебы не будет успевать. А человек, который занимается теннисом, не знаю, там, в игры играет, книги читает, плаванием занимается и школой, он будет и учиться хорошо, и все эти... Вопрос тайм-менеджмента, да? Тайм-менеджмента, вопрос, да, и когда тебе что-то интересно, если ты занимаешься интересным, любимым делом, ты точно будешь это успевать. Зархнум, а давайте вспоминать наше с вами студенчество. У нас было ли так? Мы пытались реализоваться еще где-то. Ну, вообще тут даже не про реализоваться, наверное, а попробовать какое-то другое дело, кроме учебы. Была ли такая возможность? Были ли такие места, где можно было применить, реализовать свои интересы? Вот если на сравнение, вот так вот. Если на сравнение, если я буду... Ну, я не могу прям про всех, я говорю про ближайшее окружение. Ну, вот про наш опыт, да. Да, у меня дочки возраста студентки, и я хорошо знаю их круг общения. Вот если сравнивать их и, например, мое студенчество, да? Так? Да, да. Я тоже была очень активной, и тоже мне очень всего нравилось, и я тоже старалась много чем заниматься, но возможностей таких, как сейчас, у нас тогда не было. Я почему-то даже не ходила на танцы, я, честно говоря, не знаю, почему сейчас вот я задаюсь этим вопросом, хотя многие мои подруги занимались тогда в знаменитом ансамбле Учансу, ходили туда, и это тоже была вот такая какая-то сфера их жизни, им нравилось, я ходила на концерты, мне очень нравилось, но я почему-то сама вот не занималась этим. А так, ну, прям вот возможностей много где себя попробовать, у нас такой возможности не было. Это нас лишило чего-то? Ну, мне тяжело сказать, лишило ли нас это. Мы выросли, стали такими, как мы есть, и это тоже наша определенная жизнь. Мы взрослели в других условиях. Какие вырастут они, мы посмотрим. Но мне кажется, когда есть возможность чем-то заниматься, много чем заниматься, много где себя пробовать, наверное, все-таки это улучшает, не знаю, качество твоей жизни или, ну, не знаю, есть возможности для того, чтобы ты выбрал себя настоящего. Мне кажется, так. А в какой момент вы почувствовали, что вот подросткам действительно нужно вот то место, где их не оценивают, где не ждут от них чего-то, а где готовы послушать, где готовы дать вот пространство, волю для того, чтобы реализовать? У нас ведь, ну, много талантливых людей, да, но не все решаются, не все взрослые берут на себя эту ответственность, да, то есть закрыть какие-то вопросы. В любом случае, это не девчонки, они не те 6 девчонок, да, взяли на себя юридическую, финансовую и прочий груз для того, чтобы... И физическую, да, и физический груз для того, чтобы это сделать. То есть стать вот тем тылом, да, для этой компании молодых девчонок, мальчишек. Я надеюсь, в том числе. Да, меня радует, что это не только девчонки, а и мальчишки тоже. Мне это очень нравится. Вы знаете, я иногда думаю, вот как вообще так ну, мне и спрашивают на самом деле иногда люди, а как к вам пришла эта идея? Мне кажется, когда я была еще маленькой, мне было интересно то, что по-разному относятся ко мне, ну, к нам, к детям, по-разному относятся в семье и, например, в школе. Или вот в музыкальной школе, я в музыкальную школу ходила. И мне это было, ну, неприятно. Например, в семье это прекрасно тебя слушают, балам, чем ты хочешь заниматься. Там у нас всегда были семейные ужины, всегда завтракали, обедали, ужинали вместе, всегда разговаривали за едой. А вот приходишь в школу, и там тебе говорят, делай это. Почему? Потому что неважно, делай, да? неважно. Вот есть правила, по которым ты должен идти, и неважно почему. И мне это очень, ну, было все время странно. Почему же? Это те же самые взрослые. Мои родители, это же тоже взрослые. Ну да, я их ребенок, но это же тоже чьи-то мамы. Наши учителя, это же тоже чьи-то мамы.
Вот, это как-то мне всегда было, ну, немножко меня всегда коробило, почему-то так. Контраст вот этот, да? Контраст, да, очень сильный контраст. Потом мне стали дети расти, и мы тоже стали замечать, что они с таким же запросом, что школа, это место, где ты обязан быть, где ты там проводишь какое-то время, но не всегда с теми людьми, с которыми... не всегда со своими людьми. Вот есть же понятие какое-то, есть понятие свой человек, свои люди. И вот стали дети тоже как бы проговаривать то, что я когда-то чувствовала в детстве. Они стали говорить, что, ну да, школа — это хорошо, класс, и хотя это хорошие школы, хорошие классы, хорошие дети, но немножко не закрывают там всю потребность, да, может быть, их в каком-то общении, социализации и так далее. Я стала это видеть тоже. И точно так же на детях своих друзей, подруг. Они тоже ходят в школу, может быть, даже ходят на какие-то кружки, потому что родителям важно, чтобы они там... Развивались, да, занимались английским, там, танцами. Вложить все, да, по списку. Обязательно, да. Но не хватает какого-то вот такого общения, найти своих людей, найти аудиторию свою, где тебя послушают, где ты послушаешь, где ты обменяешься какой-то вот этой энергетикой, опытом. Мы ездили в поездки, с удовольствием всегда организовывала эти поездки, потому что мне нравилось, что там они тоже находят, новые дети приходят, они знакомятся, между собой начинают какое-то такое общение, и потом, я надеюсь, я не надеюсь, а я вижу это, они и потом продолжают общение в обычной жизни. Какие-то начинают свои проекты тоже придумывать. Это интересно. И вот как-то оно так вот потихонечку шло, и вот вылилось в это. Надеюсь, потом еще во что-то интересное. О чем я мечтала? Я мечтала о хорошей семье, о хорошей интересной работе. И я мечтала машину водить. Машину водить? Серьезно? Да, мне очень хотелось, чтобы я водила машину. Ну, в итоге вы водите. Да, да. Взросление, вот переезд в Крым, он как-то отразился на взрослении, на самооценке, на том, как вы воспринимаете вот окружающий мир? То есть как-то это повлияло? Мне было 10 лет, мы когда вернулись с Узбекистана, я пришла в 5 класс. И я очень хорошо помню этот день, когда я пришла в класс, и меня хорошо приняли. Ну, я какая-то такая общительная девочка была, и учительница сразу посадила меня такой с активной девочкой. И мы как-то так сразу очень разговорились, и первый день прошел очень хорошо, меня очень хорошо приняли. И я пришла домой довольно счастливая, сказала, что все отлично, классно, я довольна школой, и все хорошо. А на второй день я пришла в школу, и одноклассники начали по одному подходить ко мне и говорить: а ты что, татарка? Ну, то есть я понимаю, что они пришли домой, сказали, что у нас новая девочка, Челебиева Эльзара, и, значит, им, наверное, родители, может быть, объяснили, да. И я этот момент помню очень хорошо. И я помню, что я была единственная в параллели крымская татарка. И я помню, как нам родители говорили, что, да, вы представляете нацию, вы представляете крымских татар в этой школе. Я училась в 24-й школе, нас очень мало было крымских татар. И я очень хорошо помню, как у меня какой-то такой был, я не знаю, щит, что ли. Я все время думала о том, что я должна очень хорошо учиться. Я вообще вот прям должна. Я старалась, если, например, концерт ансамбля Учунсу, я приглашала всех, чтобы они посмотрели на наши красивые танцы, познакомились, да. И я всегда очень... вот этот груз ответственности, что я представляю крымских татар, я всегда это чувствовала. Вот когда я имею в виду, когда я ребенком была, когда я была маленькая. И папа все время говорил, что о тебе судят, о всех крымских татарах, вот вся твоя параллель. Какая ты, значит, все такие крымские татары. И мне так было страшно, что все подумают, что вдруг я где-нибудь что-нибудь не так сделаю, да? Да. Поэтому я очень старалась. Это реально был груз? Ну да, это, мне кажется, это был, конечно, мне кажется, это был груз. Да. Это вот я сейчас безоценочных абсолютно. Правильно ли делали наши? Вы ж не одна такая. Да, Мне говорили то же самое, абсолютно то же самое, что ты представляешь, вот по тебе будут судить, ты представляешь всех, и поэтому ты должна лучше учиться, больше знать, быть честнее всех, быть правильнее всех и так далее.
правильно ли делали наши родители, вот, на ваш взгляд? А как можно было тогда сделать по-другому? Мне кажется, других возможностей тогда не было. Мы действительно переехали из Ташкента, с хороших школ. Я пришла в музыкальную школу, и они мне говорят, родителям, например, что мы вашу дочку не возьмем в этот класс, а возьмем на класс ниже, потому что вы там переехали с Узбекистана. А как по-другому наши родители могли повести себя по-другому? Конечно, я села и сыграла лучше всех эти произведения. Конечно, я хотела попасть именно в этот класс, чтобы ни в коем случае не перевели нас куда-то ниже или куда-то, я не знаю, там в Г-класс, обязательно в А-классе. Мне кажется, это очень правильное решение было тогда. Слушайте, все вот эти травмы детства, да, как сейчас модно, проработанные с родителями и так далее, мы часто с Анашкой шутим на эту тему, и дочки мои шутят, и она сама пошучивает на эту тему, говорят, что, ну, что ж, выросли же вы, посмотрите, какими Ничего хорошими. страшного, да, хоть и травмированными. Да. Поэтому, мне кажется, у них другого выхода не было. И, собственно говоря, как вы правильно заметили, ни вы, ни я, ни одна такая, наше поколение так росло и взрослело. Норм или стрём делать так, как делают ваши родители? Ну, в моем случае, наверное, да, норм. Стоит смотреть, как твои родители ведут себя, как они строят социальные какие-то связи, как они в целом ведут себя в обществе. Если ты считаешь, что это правильно, то, наверное, стоит за ними повторять, следить, идти за ними. Но, опять же, у кого от родителей это все зависит. Если у тебя хорошие родители, то, конечно, стоит за этим следовать. Если нет, для то... ребенка все родители хороши. Ну, в нашем возрасте уже надо задумываться. Наверное, есть две ситуации, когда у детей хорошие отношения со своими родителями, они часто прислушиваются к их советам, смотрят на их опыт, и да, можно сказать, что они поступают как их родители. Если отношения если отношения с родителями плохие, то часто это уходит в контур, просто в противоположную сторону, что главное построить жизнь не так, как мои родители. Вот, наверное, две крайности такие есть. Как я сказал, все зависит от родителей. Норм или стрём, когда родители хотят знать, где ты и с кем ты? Норм. Норм? Силя? Ну да, норм. Норм. Вас не триггерит, что вот за вами следят, хочется оторваться? Есть такие ситуации, когда это переходит личные границы. Это какие-то уже формы слежки буквально. А когда это звонок от родителей, а где ты сейчас находишься, может тебе помочь чем-то, с кем ты, там, я знаю этих людей или нет, мне кажется, это абсолютно Это про заботу или про контроль? Ну, для меня это про заботу. Ильяс, В моем случае тоже про заботу. Про заботу? Да. Вы не задумывались о том, почему у нас же очень много предложений для детей младшего возраста, да, то есть кружки, там, секции, какие-то там английский тот же, да, танцы, естественно, да, мы все в анамнезе танцоры, да, в той или иной степени, ну, еще музыкалка, само собой. Это все прекрасно, на самом деле, это, мне кажется, хороший опыт, да, найти себя. Я, знаете, из серии тех родителей, которые готовы попробовать ребенку все, и где-то что-то выстрелит, да, где-то себя ребенок найдет. Но при этом мы ощущаем абсолютную пустоту для детей возраста 14+. У вас есть версия, почему так сложилось? Почему нет предложений? Почему эта возрастная группа выпадает из фокуса людей, которые готовы предлагать какой-то контент, готовы предлагать сделать какое-то предложение, да, которое было бы выгодно и взрослым, и детям? Но, конечно, 14+ — это такой возраст, для них это самый сложный возраст. Угадать, что подростку интересно, предложить то, что ему интересно, и то, куда он вернется второй, третий раз и будет этим заниматься. Это, конечно, очень тяжелый труд, и тяжело придумать что-нибудь, чтобы его заинтересовать. Но и вопрос еще в том, что сами родители тоже, когда ребенок маленький, они, когда могут за него решать, они отдают его на определенный, не знаю, список кружков, которые они решили, что ребенок будет заниматься.
Они отдали на кружок ребенка там, или к репетитору отвели и с себя сняли эту ответственность, как бы, да, ну, там на занятиях ребенок этим позанимался, этому научился. Ну, все, хорошо, галочку себе поставили. Но я сейчас ни в коем случае не хочу обидеть родителей. Мы не оцениваем, мы просто наблюдаем. Ну, то есть, отвел, позанимался ребенок, выучил определенный там предмет, да, и очень хорошо. Самой вот этой коммуникации ребенка и родителя не всегда происходит. А именно в 14 она нужна. А в 14 как раз-таки очень сильно нужна эта коммуникация. И получается, что к 14 годам ребенок там, ну, чем-то определенным занимался, нравилось ему это или не нравилось, он сам еще особо даже и не понял, а родитель своего ребенка тоже не совсем знает. И еще мне так кажется, что у родителя запрос часто бывает, чтобы ребенок хорошо учился в школе, то есть вот оценка. Мы вводим его туда, чтобы в школе оценка была хорошая. То есть мы отдали на английский для того, чтобы в школе ему учительница поставила 5. Там, ну, или вот что-то с этим связанное. И поэтому получается, что когда происходит вот этот возраст подростковый, родитель не совсем понимает своего ребенка. Но ребенок, я повторяюсь, вообще себя еще не знает. Ему он как пазл, который нужно собрать. Я все время говорю, что я не знаю, как воспитывать мальчиков, поэтому мне Аллах послал девочек. Я не знаю, мне кажется, сложно воспитывать мальчиков. В чем сложность? Ну, сложность в том, что как воспитать настоящего мужчину и в то же время не упустить мальчика. Вот мне кажется, сложность. Не обделить любовью, нежностью. И дать эту любовь, и в то же время не вырастить корзиночку, вот сыночку-корзиночку, да? Мне кажется, это очень сложно. Воспитать мужчину, который будет действительно брать ответственность, не только требовать, а именно брать ответственность на себя, мне кажется, сложно. Я не знаю, Ленора Ханум, да простит меня мой муж, но хорошо, что у меня 2 дочки. У вашей сестры 2 сына, да. И вы замечаете эту разницу? А у нас не разные характеры. Поэтому. Да, мне кажется, что вот она как раз-таки может воспитывать сыновей. Сестра моя, она хирург-офтальмолог, у нее такой... А папа летчик. Вот мне кажется, мама, я, мы немножечко вот другие в нашей семье, а папа и Нияра, они такие с сильным характером, волевые, которые умеют правильные решения принимать. Вот, мне кажется, вот она хорошо мальчиков воспитывает. Это ее, да? Да. Опять же, да, я не просто так вспомнила про наши выпуски Меркеза последние. У нас в гостях была Арза Ханум. Ее некоторые слова вызвали большое обсуждение. Она не сказала ничего предосудительного. Да, это ее. Да, это ее как бы мнение. Она сказала, что у нас в обществе больше требований к девушкам, к женщинам, нежели к мужчинам, и как бы ей это не нравится. В контексте того, что почему... Ну, давайте я переведу на свой это язык, да, мы с вами попробуем порассуждать на эту тему. Почему за честь семьи всегда отвечает девушка, да? Или измеряют по девушке, да, почему не по мужчине, почему мальчику можно не получить высшее образование, а вот девочке хотелось бы. То есть это один из критериев, да, там, качество воспитания девушки. Почему девушке обязательно важно после 10 находиться дома или до 10 находиться дома, а мальчик может у нас шлындать где угодно, грубо говоря, да. То есть я сейчас абсолютно вот конкретизирую, да, абсолютно там перевожу на какие-то бытовые темы, но именно об этом, как мне кажется, говорила Арза Ханум. У вас какое впечатление от этого? Я бы так прям сильно категорично не была бы. Мне кажется, все-таки женщины и мужчины это же все-таки разные. Мы действительно разные. Я вижу, что очень многие мальчики сразу не идут получать образование, но приходят к этому со временем, например. Потом я вижу, что мужчины, они ничего особо не хотят, и сильно пока у них не появляется мотивация для чего.
Вот, для кого, может быть, так. То есть вот мне кажется, может быть, еще разница в этом, что мальчики немножечко, может быть, мальчики, мужчины, вот немножечко такими ответственными или и, там, к образованию стремятся чуть-чуть, может быть, попозже, тогда, когда у них появляется действительно ну, нужда, что ли, семья, там, или любимая девушка. Какая-то мотивация, да? Мотивация, да. Мне кажется, мужчинам всегда нужна мотивация, чтобы что-то делать. Женщина, она вообще просто, ей интересно все вокруг просто так, мне кажется. А мужчинам нужно понимать, зачем. Мне кажется так. Мне сложно сказать. Мне крымско-татарские мужчины нравятся. Ну, в этом как бы никто не сомневается, да. Безусловно, мы сейчас не ставим себе целью, да, обесценить наших крымско-татарских мужчин, абсолютно нет. Просто я же говорю, вот эта полемика, она как раз, по-моему, достигла каких-то высоких эмоций, больших эмоций, и мы пока не находим какой-то, мне кажется, вот общего знаменателя, да, то есть у нас либо такая крайность, либо вот такая вот крайность, да, и мне кажется, это важно проговорить эти все истории, да, и чтобы вот нашим детям уже, да, было гораздо легче, чтобы они не спотыкались об эти камни. Мне кажется просто все-таки, что если брать вот приблизительно одну возрастную категорию девочек и мальчиков, то как будто кажется действительно, что девчонки сейчас, ну, я вот сказала уже, что девочки мне нравятся, вот даже те девочки, которые со мной работают, мне очень нравится, что они такие разносторонние очень. Они и хорошо учатся, они и танцуют, и языки знают, и хотят путешествовать. Ну, как будто кажется, что вот они, а мальчишки этого возраста, как будто вот внешне так покажется, как будто, да, что они вроде бы стараются заработать, работают, и вроде бы как будто у них так немножечко, они проседают по отношению к девчонкам. Но опять-таки, я повторю, скорее всего, это возраст, потому что мужчина с годами начинает взрослеть, и действительно тогда, когда у него появляется рядом девушка или жена, и он становится более... То есть жена где-то, может быть, даже и интересы подскажет, да, что, ну, откроет. Может быть, он даже больше станет интересоваться. Муж, например, мой не путешествовал, пока я ему не направила, что ты, оказывается, хочешь путешествовать. Да. Ну вот как будто вот такое вот немножечко. Может быть, мальчикам просто немножечко времени больше нужно. Норм или стрём родители проверяют, на что ты тратишь свои деньги? Свои деньги. Если так, то нет. Ну вот в моем возрасте, конечно, уже это нет, это ненормально. Есть возраст, когда это, например, там, не знаю, 12-14 лет, и мы все знаем, что есть определенные мошеннические схемы, когда, не знаю, дети донатят деньги в компьютерные игры и так далее. Конечно, в этом возрасте, вот когда у них еще нет своих буквально денег, тогда, наверное, стоит как-то следить за этим. Когда уже это, ну, взрослый человек, 19 лет, у меня свои деньги, я сама зарабатываю, ну, нет. Ты зарабатываешь сама? Да. На полной окупаемости или еще Нет. родители помогают? Нет, конечно. Помогают. Ясно. Ну, я знаю, что ты С моими зарабатываешь сам. тратами, возможно, стоило бы контролировать, конечно, потому что я делаю какую-то ерунду. Да? Да. Это купить запчастей? Да, это все деньги тратить на запчасти. Это, наверное, для кого-то ерунда, но меня никто не контролирует, и я рад, что... Я считаю, что стрём контролировать уже взрослого человека, куда он тратит свои лично заработанные деньги. Это мужская позиция или это просто опыт личный? И то, и то. Норм или стрём, когда родители дают полную свободу и не вмешиваются? Можно не я первая отвечать? Я считаю, что это норм, если человек, подросток, уже еще не сформировавшийся как бы член общества, но при этом уже почти готовый, у которого уже есть свои какие-то видения, какие-то свои мысли в голове. Если родители делают его независимым и осознают, что он может поступить правильно, или что он не дурачок, как бы, что он может проявить себя, и ему эта независимость действительно нужна, чтобы стать лучше, то я считаю, что это норм. Если типа человек еще не совершен, ну, как бы, как сказать, еще не созрел, да, не сформировался, он еще не знает, что он хочет, то нужно все-таки, наверное, его чуть направить, немножко за ним следить, чтобы потом, по итогу, он стал гораздо лучше, там, уже полноценным, скажем так, человеком.
Поэтому, если бы я видел, что мой ребенок прекрасно понимает, что он хочет делать в своем будущем, у тебя еще нет твоих детей. Я бы не стал как бы сильно его... Давай про твой опыт говорить. Ну вот допустим, тебя начали контролировать. Ну, я бы, наверное, сопротивлялся бы чуть-чуть. Да. Но опять же, смотря что контролировать. У меня контролировать нечего. У меня работа, ну, в целом... И немножко учебы, и немножечко работы. Вот, и так в целом, поэтому меня контролировать не нужно. Все прекрасно знают, где я. Я работаю. Понятно. Севиля? Давать свободу — это норм, это нужно. Мне кажется, для полноценного формирования личности это абсолютно необходимо. Мне самой очень важна моя свобода. Но мне кажется, что для родителей, да и самим детям очень важно, чтобы родители предлагали поддержку. Вот так. То есть, чтобы была свобода, но при этом в нужной ситуации ребенок мог, конечно, обратиться к своим родителям, которые никуда из его жизни не деваются ни в какой момент, и всегда могут, не знаю, дать совет, оказаться рядом в нужный момент и вот оказать поддержку. Сегодня очень часто можно услышать, что нынешние девчонки разбалованы комфортом в родительском доме, разбалованы там еще какими-то прелестями жизни, да, и требуют от своих там избранников и дом, и машины, и третье, пятое, десятое, все сразу, да, это буквально вот на любое какое-то большое мероприятие крымско-татарское не сходи, обязательно об этом услышишь где-нибудь, где-то в уголке кто-то это обсуждает. Развеиваем этот миф? Или... А вы сами слышали конкретно, вот девушка вам лично говорит: Ленора Ханом, я бы хотела за него замуж, но у него нет дома и машины. Вы лично слышали такой кейс когда-нибудь? Ну, пару раз было, да? если было? честно. Вот просто я действительно искренне вам говорю, что я вот такого не слышала. Все об этом говорят. Мне тоже очень много раз, особенно мамы мальчиков, говорят: да боже мой, девочки такие сейчас разбалованные, они же хотят... Или там, куда она вот, я не знаю, там купила себе машину, за кого же она теперь замуж пойдет? Вот, потому что у нее теперь машина. А что же ей теперь машину не покупать, что ли, если она уже заработала и ездит на своей машине? Почему нет? Нет, мне кажется, что это чуть-чуть все равно преувеличено, мне так кажется. Потому что сама лично, у меня такого случая не было, чтобы пришла там, не знаю, какая-нибудь девушка и сама бы мне это сказала, что мне вот Мемет нравится, но у него нет, я не знаю, там, зарплаты высокой. Материальной подушки безопасности, да? Да. Поэтому, мне кажется, девчонки очень умные. Демократичные в этом смысле. И демократичные, и мудрые. Мне кажется, что девочки мудрые очень. Они понимают, или я хотела бы, чтобы девочки молодые понимали, что с хорошей женой любой мужчина может быть успешным, да. То есть мы вот так вот, да, ставим вопросы? Ну, сейчас, наверное, не знаю, что интересно мне, что девочки мне скажут на эту тему. Мы потом посмотрим на фидбэк, да, какой прилетит вам, да. Не, ну мне, конечно, хочется, мне очень сильно хочется, чтобы наши молодые люди тоже развивались. Ну, опять, подождите, ваши последние выпуски Меркеза, там 2 молодых человека и 1 девушка. Да. Поэтому все у нас хорошо с молодыми людьми. Не, я тоже так считаю, что я все считаю, прекрасно. что молодцы, они такие же интересующиеся, очень современные, смотрящие на мир в разные стороны, поэтому... Все хорошо. Да, просто социальные сети иногда дают такую, знаете, искаженную картинку, и вот мы иногда опираемся, да. Или же выступает тот, кто, готов выносить на обсуждение всеобщее свою точку зрения. Она не может быть не совсем, скажем так, всеобщей, мягко говоря. Да. Опять же, про нас, да, мы вообще изначально хотели говорить... мы хотели про нас говорить. Про себя поговорить, да. Я слышала, знаете, такое выражение, что наше поколение, оно, знаете, как котлета в бургере. Да, потому что, с одной стороны, наши прекрасные родители, да, это такая мощная сила, а с другой стороны, наши дети, да, и мы вот как бы вот этими вот обстоятельствами как бы вот в этих тисках, да, одни еще воспитывают, а вторые уже
воспитывают. Уже воспитывают, да. 100%. Да, чему-то пытаются научить нас. Ну, у меня, по крайней мере, так. У меня точно То же так же. самое? Точно так же. Я Да. полностью вас поддерживаю. Вот. Я тот же бутерброд. Тот же бутерброд? Та же котлета в этом бутерброде. Что делать? У вас есть какой-то рецепт? Вы нашли какой-то Что способ? Что с этим Что делать? делать? Мы вот ничего не делать, что родители, Наслаждаться? конечно, наслаждаться. Наслаждаться тем, что родители прекрасные, если пока есть рядом родители, это прекрасно. Слушать их советы. И у меня очень много подружек, которые говорят, что послушай, мне 45, и меня мама до сих пор там контролирует или спрашивает, а ты это сделала или это сделала. Поэтому, как в том анекдоте, знаете, мамочка, я посуду помыла, дома убрала, в институт поступила, кандидатскую защитила, замуж вышла, 2 детей родила, можно я пойду погуляю. Так что, да. А то, что дети подсказывают, ну, вы знаете, я с интересом на это смотрю. В некоторых вопросах дети действительно, прагматичнее. Потом мне нравится их взгляд на мир. Они никого не осуждают. Они принимают мир таким, какой он есть. Они иногда мне говорят: Анашка, ну а зачем ты так отреагировала? Ну, человек, это его точка зрения, он может так. И как-то я прислушиваюсь иногда к ним. Мне нравится, что они так живут. Мне нравится, что они каждому дают право на свою точку зрения, на свои ошибки какие-то. Я к ним тоже прислушиваюсь. Поэтому я в этом бутерброде счастлива. Мне кажется, все хорошо. Не испытываете дискомфорта? Иногда бывает, я возмущаюсь, но что с этим делать, я не нашла рецепта. Вы уже нашли? Если честно, тоже нет. Мы просто наслаждаемся этим моментом пока, да. Есть, знаете, вот эта история про мое последнее авторитетное слово, знаете, кто за рулем машины. Иногда это спасает. Так, везу я, значит, мы едем туда. Не всегда работает, но иногда спасает, если честно. Да. Один раз мы как-то в семье не могли решение какое-то, очень смешное какое-то решение такое было, но мы решили так детям, не говорят, так, у нас же демократическая семья, давайте будем голосовать. Да, и мы что-то каждый отстаивал свою точку зрения, пытались принять решение, и в итоге наш бабашка сказал, так, а я своим авторитарным решением говорю, так, мы будем делать вот это, и все, поедем на футбол. Понятно. Поэтому, да. Часто демократия в семье помогает, нет? Иногда мне очень сильно не нравится, что вообще-то мы сами своих детей воспитали в таких традициях. Иногда это мешает, но что же делать? Мы же сами их так воспитали. Мы же сами пожинаем плоды, да. Мы сами им сказали, что это возможно, это хорошо, и это правильный путь развития. А какие коалиции бывают в семье? У меня очень часто моя дочь кооперируется с баюканашкой, и вот они вдвоем прессуют, мягко говоря. Такое бывает. Нужно на меня повлиять, мои дети тоже с биташкой соединяются, объединяются однозначно, да, объединяются с ней. Она всегда занимает их точку зрения, всегда их поддерживает. Я часто это говорю, да, что, внучечки приехали, конечно, да, но мне нравится. Ну да, это определенная милота, я так это называю. Да. Я давно за вами наблюдаю, да, у вас книжный клуб, у вас книжный клуб для детей, Архадаш-Генич для детей, танцы для себя, танцы для себя, и вы постоянно что-то, какие-то новые проекты, вы что-то реализовываете, вы что-то организовываете, мастер-классы летние, какие-то для детей разных возрастов. Это что? Это потребность вот что-то постоянно делать, чтобы не застыть? Для чего это все? Ой, знаете, мне сейчас пришло на ум, я вам за кадром жаловалась на свою, не жаловалась, а говорила о младшей дочери, что если она не получила какого-то качественной информации, она говорит, мне кажется, что я прожигаю жизнь, что я зря вот сейчас, а я сейчас перенесла это на себя. А мне кажется, что, мне все время так кажется, что если я ничем полезным не занимаюсь или что-то интересное не делаю, то я как будто жизнь прожигаю. Если нету какого-то такого интересного в жизни, ничего не происходит, мне так становится грустно, скучно, что мне все время хочется какого-то такого драйва, мне все время хочется чем-то заниматься. А танцы, да, это отдельная часть моей
очень интересной жизни, поэтому я с удовольствием. Мне очень нравится активный образ жизни. Мне очень Не нравится, устаете от этого? Не выгораете от постоянной вот этой вот движухи, знаете? Но я же не всегда прям так наполнена. Это не про меня. Вот есть люди, которые прям очень там 365 дней в году. У меня не так, как вы представили все-таки. У меня есть паузы, да, у меня есть все-таки и баланс в этом. И мы любим вечерами посмотреть фильмы дома и поужинать просто в спокойной обстановке или с мужем вдвоем. Поэтому нет, у меня я считаю, что есть баланс в этом. А если вот покрутить головой по сторонам, да, насколько ваши вот отношения внутри семьи с детьми, с девчонками отличаются от того, что вы видите вокруг? То есть насколько ваша семья и ваш формат отношений отличается от обычного? Если ближайший круг брать, то приблизительно так же. Если брать ближайший круг наших друзей, круг наших друзей, близких, родственников, то приблизительно все вот мы живем, ну, наверное, на то они и друзья, потому что мы примерно одними интересами живем, да. А если прям совсем покрутить головой, то даже ребята, которые к нам приходят, иногда они даже сами проговаривают, что родители где-то не понимают, где-то требуют, запрещают. Даже вопрос, сейчас на тонкий лед, наверное, поступать куда, да. Иногда бывает, что родители действительно лучше знают, это я тоже согласна с этим, да. Но это беспокоит детей. Бывают такие... То есть, когда их лишают слова? Лишают слова, лишают возможности своего выбора. И есть такие, к сожалению, мне кажется, это нормально, всегда есть так, и все семьи очень сильно разные. А много ли вот из того, что вы общаетесь и видите вокруг, да, понятно, что мы сейчас не про близкий круг, да, много ли подростков, которые на стороне ищут эту коммуникацию, которой не хватает? И вообще, насколько взрослый должен быть в жизни ребенка? Насколько много взрослого должно быть в жизни ребенка? Да, подростка, не ребенка, давайте так. Это тонкая такая нить, которую тоже надо и вовремя отпустить, вовремя быть рядом, а вовремя тоже отпустить. То есть у родителей же тоже задача так воспитать ребенка, чтобы он стал самостоятельным и ушел. Ушел во взрослую жизнь. Это тоже очень, на мой взгляд, очень сложная тоже задача взрослого вовремя отойти и вовремя отпустить своего ребенка. А подростки, которые приходят, они в очень большой степени ищут этого общения среди сверстников. Очень. Потому что школа — это, я повторяюсь, вынужденное место, где они... Формальное, да, они должны там находиться. Даже если это хороший класс, это не обязательно друзья, и они очень ищут этого общения, понимания, какого-то другого человека рядом. Может быть, кардинально другого, не такой, как ты, или наоборот, такого же, как ты. Я вижу, что они очень ищут этого общения. А вам, как матери двух дочерей, легко, насколько сложно давалась эта история про отпустить? Пока не далась. Не далась? Поэтому контекст возник. Пока не далась. Но я очень в этом направлении работаю. Я... Логачев Шкур у меня муж, который в этом меня поддерживает и направляет, и мы с ним часто на эту тему разговариваем. И когда старшей дочери пришло время выбирать, куда поступать, в 10 классе она нам сказала, будет поступать не в Крыму. И мы тяжело, но этот вопрос приняли для себя и согласились с этим, решили, что действительно она нас убедила. У нас дети всегда приходят, даже младшая, когда собаку заводила, она взяла список, вот такой ватман. С аргументами. Список, да, за и против. То есть от собаки к университету. И вот она убедила, что действительно ей нужно это, она хочет, и действительно выбрала университет, куда она хочет поступать, и убедила нас, что она будет учиться там, и она сможет. Мы ее в этом поддержали, мы действительно сказали, что, я уверена, что человек может сделать все, что угодно, если он захочет и будет трудиться.
И мы ее поддержали в этом. Не знаю, на счастье или как, она передумала в 11 классе. Ваше счастье, да? Да. Ну, я не могу сказать, что мы обязательно ставим вопрос, чтобы они были рядом с нами. Сейчас они так это воспринимают. Мы готовы их отпустить, но они сами любят Крым, Лагачев-Шкур, хотят быть здесь. А что чаще ищут подростки? Безопасное пространство, ну, коммуникацию, очевидно, либо знания? Зачем они гонятся? Вот, зачем они сюда приходят? У подростков очень большой запрос найти себя, найти безопасную среду, найти своих людей и найти себя в этом мире. Вот мы очень часто волонтерим на мероприятиях Караденис Продакшена, Чохсагулнус, что они нам дают такую возможность. И я часто задаюсь вопросом, почему дети туда так рвутся. Вы знаете, мы никогда не подаем объявление о том, что нам нужны волонтеры. Как только выходит афиша о мероприятии, Караденис Продакшен выставляет афишу, что будет такое мероприятие, у нас сразу чат разрывается, что можно волонтерить, пожалуйста. То есть они уже знают, что мы будем набирать волонтеров, и они наперебой пишут «возьмите меня, возьмите меня». И я часто задаю себе вопрос, а почему же они так хотят, рвутся туда попасть? И видим, что они, ну, конечно, они там находят друзей, конечно, они находятся там в кругу своих друзей, общаются. Да, это, конечно, важно. Но также для них важно делать что-то такое, что они чувствуют себя нужными и чувствуют себя очень полезными в этой работе, потому что они действительно проделывают очень большой пласт работы, и мы действительно их благодарим не просто потому, что мы там их благодарим, а действительно они очень сильно помогают. И у них так горят глаза в тот вечер, когда они уставшие, там что-то поели и расходятся домой. И когда мы им проговариваем то, что они вот действительно это помогли, и мы без них бы не справились, им, у них светятся глаза, им видно, что им очень нравится то, что они ощущают себя полезными, нужными, им оцененными. Важно что-то делать. Им важно что-то делать, вносить свою пользу. Я считаю, что да, каждому человеку важно быть хорошим, полезным. Мне кажется, это любому человеку важно, а особенно подростку. Мне кажется, это очень важно, чтобы он чувствовал, что он делает что-то важное и очень нужное. Мне кажется, может быть, да. ответ вот на тот вопрос, почему не случается коммуникации, почему нет предложений для 14+, да, заключается в том, что мы упускаем вот эту вот историю, да, что им в это время, им в этом возрасте тоже очень хочется оставить какой-то след. Да, может быть, потому что это, повторюсь, это сложный возраст, но это очень интересный возраст. Это как раз-таки тот сосуд, который можно наполнять и от которого можно получить очень большую очень отдачу, благодарности и такой, нужной, как бы полезности. Я не просто так завела этот разговор, я не просто пригласила вас на Миркес Плюс, потому что мы как-то, знаете, вот говорим о поколении, которое уже состоялось, родилось здесь и состоялось, да, мы говорили о поколениях постарше, но вот опять упускаем вот это поколение, которое через энное количество лет, там 5-10, выйдет на сцену, что называется, да, и всегда хочется понимать, а про что это поколение, а вы вот ближе всего к этому поколению, поэтому я вас так мучаю этими вопросами. Есть еще один интересный вопрос, как мне кажется. Мы все-таки мы, родители, сумели своим вот сегодняшним 14+ детям создать достаточно комфортные условия. Да? То есть эти условия гораздо, или, скажем так, разительно отличаются от того, что мы с вами видели, да, в своем таком же возрасте, 14+. Там у нас была какая-то нехватка, у нас были какие-то стрессовые условия, нам приходилось и самим знакомиться с Крымом, и Крым знакомить с нами. Да? То есть наши дети уже росли в совершенно других условиях. Не лишили мы их вот этого, знаете, такого нерва, что ли, вот не лишили мы их какой-то внутренней силы, что ли, вот эти вот комфортные условия, готовая почва, по большому счету, под их ногами.
Сами они тоже говорят об этом. Я помню, как-то Эмира спросили тоже на каком-то эфире, он сказал, что да, наше поколение сытое, и я не помню, как-то он сказал, что там благополучное время рождает слабых людей. И вот наше поколение, то есть они переживают сами про то, что они вот не испытывают каких-то трудностей, и, возможно, они будут не такими сильными. Но что-то в этом есть. Действительно, как моя подруга говорит, масштаб сложностей определяет масштаб личности, да? Что-то вот такое. Но вы знаете, что я вижу? Но у них есть какие-то свои сложности, через которые они сейчас проходят. Мне кажется, вот эта социальная жизнь, активная в социальных сетях жизнь, она тоже своего рода какую-то сложность им придает. То есть они, в основном они все достаточно активны в социальных сетях, и любое их действие подвергается такой критике со стороны комментаторов, что это тоже я бы приравняла бы к определенным сложностям, через которые они проходят, и так формируется их личность. Мне так кажется. Я не уверена, конечно, но это, наверное, нельзя сравнить с теми сложностями, через которые проходили мы, как мы становились. Но у них есть какие-то свои задачи. Для них время диктует им другие условия жизни. Вызовы другие, да. В свои 17-19 они все учатся, работают, там, не знаю, совмещают много чего в своей жизни, чего мы в свое время не делали. Поэтому у них тоже есть определенные сложности, которые они преодолевают, и не надо лишать их этих сложностей. Так тоже формируется их личность, так тоже формируется их становление. А мы точно стали сильнее благодаря этим сложностям, которые пережили? Так принято считать, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Так принято считать. Но сильнее или закрытие нас сделали, так говорят, закрытие? Более закрытыми нас сделал, может быть, эти сложности. Вопрос, который, наверное, останется без ответа для меня, потому что, мы выросли такими, какими мы выросли. Были бы мы более свободные, скажем, может быть, если бы были другие условия нашего взросления, да, скорее всего. Мы бы большего бы добились или нет? Чисто по личному опыту. У нас были бы, может быть, другие возможности. Наверное, да, скорее всего, так. Другая... Да, я думаю, что есть в этом доля правды, что, наверное, мы бы большего бы добились, если бы у нас были бы другие условия взросления, да, скорее всего. Норм или стрём сказать родителям правду, если сделал что-то не так? Норм. 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 Иногда через время лучше. Да, сделать паузу. Смотря что ты сделал. Если что-то серьезное, то лучше чуть-чуть подождать. Да. Рассосется, думаешь? Не, я всегда говорю правду, поэтому... Окей, Севиля, всегда правду говорили? Да. Нет, правда, конечно, лучше сказать правду. Родители, надеюсь, что всех своих детей всегда будут поддерживать, даже если что-то вдруг пошло не совсем так, как нужно. Норм или стрём, когда родители пытаются быть твоими друзьями, а не родителями? Я не знаю, я даже не сталкивался с таким. Мне все-таки кажется, что родители должны быть все-таки в роли родителей. Да? То есть их не должно быть слишком много в твоей жизни? Нет. То, что друзья — это все-таки друзья. Это совсем другой уже круг общения, это совсем другие темы для разговоров, совсем другой уровень поддержки и взаимоотношений. Он просто другой. Их даже сравнивать нельзя, это совершенно другое. Поэтому, мне кажется, родители все-таки должны быть родителями с точки зрения семьи, с точки зрения поддержки всегда. Люди, которые всегда тебя поддержат. Вот эту роль они должны выполнять и идти в друзья, становиться своими, скажем так, кентами. Это, мне кажется, уже не совсем для родителей правильно.
Севиля. Родители и друзья, мне кажется, выполняют совсем разные функции в жизни человека. И в моей жизни я знаю, что, например, для моих друзей, для знакомых в наших жизнях всегда есть место для родителя. Всегда мы благодарны и будем возвращаться к их любви, к их поддержке. Но родитель — это, как сказать, друг, но не в том понимании, в каком у меня мои, например, подружки. Это, моя Нашка, она мне не подружка. Все-таки это другое совсем. Вы можете себя назвать счастливым человеком? Однозначно, да, конечно. Однозначно? 100%, да. Я очень счастливый человек, хотя я все время повторяю об этом, и это я первый раз сейчас вам сказала. Я все время повторяю о том, что счастье любит тишину. Да. Простите, что мы нарушили эту тишину немножко, Эльдар Ханум, но хочется поделиться немножечко кусочком, да, и чтобы эти эмоции испытывали большое количество наших семей. Да, это здорово. Когда семья вот такая полноценная, когда она большая, все-таки нельзя сказать, что семья — это там только там, дети, муж, или там мама и родители, и все. Семья — это же что-то большее такое. Мне нравится, когда жизнь активная, когда бьет ключом. Мне нравится, когда много планов. Мне нравится, когда много интересных мероприятий. Я люблю ходить на мероприятия. Я люблю, когда много концертов, каких-то интересных выставок. Там, что-то такое. Поэтому и контекст тоже. Поэтому и возник, да, контекст? Да. Чехсагунс, Эльдар Ханум. Чехсагунс, Ленор Ханум. Мне очень приятно. Я польщена, что вы меня позвали. Сагунс. Сагунс.